Восстание Спитамена 329 и 325 до нашей эры. Борьбу с Агдой и Бактрией за независимость возглавил местный военачальник Спитамен, один из самых замечательных фигур в истории предки таджикского народа. Возвышение Македонии. В царствовании Филиппа II 359 и 336 года до нашей эры происходит резкое усиление Македонии, ее консолидация и сплочение, в чем немаловажную роль сыграла успешная борьба с сепаратизмом македонских аристократов. Филипп также реорганизовал армию. Филиппу удалось подчинить значительную часть Греции. В 337 году на Коринфском конгрессе македонская гегемония над Грецией получила юридическое оформление. Энгельс отметил, Филипп и Александр придали Эллинскому полуострову политическое единство. Александр усиленно готовился к войне с Ахеменидским государством. Благодаря сообщениям из Персии, Александр прекрасно знал о неустойчивом положении Ахеменидского государства. У Ахменида Артаксеркса II Мнемона было 115 сыновей. После смерти царя в 358 году до нашей эры ему наследовал один из них, известный как Артаксеркса III Ох. Еще до смерти отца из-за коварства Аха погибли ее братья. Придя к власти, он уничтожил всех своих родственников. Первые годы его правления ознаменовались непрерывными войнами в Малой Азии. Длительными и кровопролитными оказались война с Египтом, который задолго до этого отложился от ахеменидов. Пытаясь установить в государство хоть какую-то стабильность, Артаксеркса III запретил малоазиатским сатрапам держать наемные войска. Меры было важное, но запоздалое в 328 году Артаксеркса III Ох был отправлен своим врачом по приказу имевшего к тому времени больше влияния евнуха Багая. Разброд в царском семействе оживал надежду греческих противников ахеменидов. Новый ахеменидский царь Арсес был игрушкой в руках придворных кругов, возглавлявшихся Багоем. Когда Арсес попытался проявить самостоятельность, могущественный евнух приказал отравить и его, были умерщвлены и его сыновья. Так как представители главной линии ахеменидского дома была перебита, Деталь царей посадил на престол троюродного брата Арсеса, который вошел в историю по именем Дария III Кадамана. Через некоторое время Багай попытался отправить и своего нового ставленника, но тот сам заставил евнуха выпить чашу с ядом. В таком обстановке началась война между греко-македонским и ахеменидского государствами. 1 октября 331 года до нашей эры произошла битва при Гавгамелах. Вновь ахеменидское войско потерпело полное поражение. Дарий III бежал. Начался победный марш греко-македонских войск в центральной части Ахеменидского империи. Один за другим были захвачены Вавилон, Сузы, Персеполь, Пасаргады. Правителей соседних сатрапий и прежде всего Ареи, а также кочевых народов. Серьезное сопротивление греко-македонским войска было оказано уже в Арее. Больше месяца понадобилось Александру Македонскому, чтобы подавить сопротивление. Крупному конному отряду арейцев под руководством Сатибарзана удалось ускользнуть от Александра и двинуться на соединение к Бессу. Ариан следующим образом излагает события Бесс, когда ему сообщили, что Александр уже близко, переправился через реку Окс, Амударья, суда, на которых они переправились, он сжег и ушел в Сагдийскую землю, в Нафтаку. За ним последовали Спитамен, Аксиарт с сагдийскими всадниками и Даис Танаиса. Здесь первый в источниках появляется герой антимакедонской борьбы Спитамен. Александр за 5 дней перебросил армию через Амударью. Бесс был низложен своим соратниками Спитаменом и другими и передан Александру Македонскому. Не исключено, что, будучи на этом стапе бесполезным, так как возглавлять борьбу он уже не мог, Бесс тем не менее не хотел уступать руководство другим, и они не без колебаний вынуждены были его устранить. На созванном Александром после возвращения в Бактрию совете македонских военачальник и перешедших на его сторону персидский вельмож Бесс был обвинен в убийстве законного царя. Представив казнь Бесса как месть за узурпирование царской власти, он хотел привлечь на свою сторону персидскую аристократию.
После занятия Нафтаки Александр двинулся к столице Сагда-Мараканде и захватил ее. Однако войскам Александру пришлось продвигаться с большим трудом. Сагдийцы как один восстали против греко-македонских завоевателей. Эта борьба была яркой страницей в древней истории народов Средней Азии. Одним из первых ее эпизодов было столкновение греческих захватчиков и сагдийских племен Горной области Устурушина, происшедшее во время похода войск Александра через горы между Маракандой и Кираполем. Упорное сопротивление греческой осаде оказало население центра восстания на Сардарье города Кираполя. Александр был вынужден лично принять участие в штурме Кираполя. Взяв с собой отряд воинов и пробравшись в город по пересохшему руслу протекавшей через него реки, он открыл ворота и выпустил туда свои войска. На улицах города разгорелось кровопролитное сражение, в результате которого было убито 8000 местных жителей. Потери греков были также велики, в этом сражении были ранены сам Александр и некоторые его крупные военачальники. После ожесточенного штурма был занят последний опорный пункт восставших. Таким образом, восстание против греческих завоевателей было подавлено. Ариан говорит, что из участвовавшего в нем населения 7 городов не осталось ни одного человека, все были перебиты или проданы в рабство. Восстание Спитамена 329 и 325 до нашей эры. Борьбу Сагда и Бактрии за независимость возглавил местный военачальник Спитамен, один из самых замечательных фигур в истории предки таджикского народа. В 329 году до нашей эры, собрав значительное войско, к которому присоединились мирные жители, он занял город Мараканду. Большая часть гарнизона была перебита, оставшиеся в живых греческие воины заперлись в цитаделе в ожидании помощи извне. Александр Македонский, подавив восстание на Сардарье, отправил на помощь осажденным 3000 пехотинцев и 800 всадников, а сам занялся постройкой город-укрепления Александрия-Эсхата, Александрия-Крайняя, то есть современный Худжент. Действия Александра, в частности, устройство укрепления города, вызвали беспокойство у живших за Сардарье саков. Царь Саков, держава которого простиралась тогда по сторону Танаиса, считал, что город, основанным македонцами на берегу реки, является ярмом на его шее. Кочевники и иранский народ саки обстреливали греков из луков с противоположного берега Сардарья. В то время, когда греко-македонские войска пытались захватить Устурушина и западную Фергану, пламя восстания распространилось на всю Сагдину и Бактрию. Александр Македонский, не осознав масштабов восстания, отправил к Мараканде на помощь осажденному в цитаделе гарнизону сравнительно небольшой отряд около 2500 человек. Когда отряд приблизился к Мараканде, Спитамен снял с цитадели осаду и инсценировал отступление. Греческие войска стали преследовать сагдийцев. Выбрав благоприятный момент, Спитамен перевернул назад и перешел в наступление. Как справедливо отмечают известный западногерманский историк Алтхайм, Спитамену удалось достичь того, чего до него не смог сделать никто. Он уничтожил в сражении часть македонские войска. Спитамен, поддержанный местным населением, вторично осадил македонский гарнизон в Мараканду. Спитамен, не вступая в бой, вновь отвел свои войска в степь. Получив хороший урок в сражении с иранскими кочевниками саки, Александр не стал преследовать Спитамена в степи и удовлетворился тем, что жестоко наказал мирное население долины Зеравшан. Потери греческие войска были чрезвычайно велики, и Александр лихорадочно готовился к весной кампании 328 года до нашей эры. Зимуя в Бактрии, он вел переговоры с вождями саков и хорезмийцами и занимался пополнением своего войска. Сагда, несмотря на огромные потери, не думал сдаваться. Спитамен ни на один день не оставлял врага в покое. Летучими коиными отрядами он нападал на захватчиков и наносил им жестокие удары. Как сообщает Ариан, многие сагдийцы бежали в укрепленное место и не хотели повиноваться поставленному им над ними сатрапу. Действительно, разграбленная и разоренная страна сагдийцев вновь восставала против захватчиков.
С целью подавления восстания Александр, разделив свое 20-тысячное войско на 5 отрядов, прошел Согд от края и до края, предавая смерти каждого встречавшегося ему человека. Греческий историк Диодор Сицилийский сообщает, Александр преследует восставших сагдийцев и убивает больше 120 тысяч человек. В результате этой жесточайшей карательной экспедиции страна была настолько опустошена, что Александр поручил одному из своих военачальников основать города в Согдиане. Вероятно, имелось в виду создание в опустошенных сагдийских городах греческих военных поселений, которые могли бы служить опорными пунктами для греко-македонской армии и администрации. В то время как захватчики в Согде проливали потоки крови, а остоленный Александром в Бактрии военачальник принимал всяческие меры для того, чтобы держать страну в повиновении и наказывать мятежников, Спитамен с 600 всадниками прошел в тыл Александра Бактрию, где с исключительной энергией и храбростью продолжил борьбу с греческими войсками. Осенью 328 года до нашей эры с 3000 всадников Спитамен снова направился к столице Согда. После сражения, в котором обе стороны понесли большие потери, он должен был отступить в степь. Там вожди кочевых племен предательски напали на Спитамена, отрубили ему голову и отослали ее к Александру, чтобы образом отклонить опасность от самих себя, как говорит Ариан. Гибель Спитамена не означала полной победы иноземных захватчиков и покорения сагдийцев. Положение в Согде по-прежнему оставалось опасным для завоевателей. Александр Македонский, легко разбивший силы мировой державы ахеменидов, был вынужден провести зиму 328 и 327 до нашей эры в непокоренном Согде. Однако уже с осени 328 года до нашей эры Александр, желая превратить местную знать в свою опору в борьбе с восставшим населением Согда, коренным образом изменил политику по отношению к знати и зороастрийскому жречеству. При взятии весной 327 года до нашей эры нескольких горных укреплений, защитой которых руководили местные аристократы Аксиарт, Сисимитр и Хориен, Александр не только пощадил их, но вернул им все их имущество. Он стал награждать деньгами и дарить имущество восставших не только тем представителям местной знати, которые помогли ему, но даже и тем, которые не принимали участия в борьбе Александра с сагдийцами. Александр завязал родственные связи с высшими слоями Согда. Он женился на захваченной в плен дочери Аксиарта Роксане, Рахшанак, а родичей новой жены приблизил к себе. Сагдийская знать, убедившись, что Александр ведет борьбу не с ней, а лишь с народом, становится его приспешницей и предает врагу интересы своей страны. Так Сисимитр помог Александру в покорении сакских племен, предоставив ему значительное войско. Примером предательства местной знатью интересов своего народа может служить поведение сагдийского аристократа Аксиарта. Весной 325 года до нашей эры, когда греческие войска, оставленные в Бактрии, восстали против Александра и овладели крепостью Бактры, Аксиарт, вместо того, чтобы воспользоваться удобным случаем для борьбы против завоевателей, известил о происшедшем Александра. Александр, находившийся тогда в Индии, немедленно принял меры к подавлению мятежа и назначил Аксиарта страпом провинции Пропамиса, долина Кабул. Когда и здесь вспыхнуло восстание против захватчиков, Аксиарт сам подавил его, жестоко расправился с восставшими. Лишь Хорезм в период завоевания Александром Средней Азии сумел сохранить независимость. Ариан рассказывает, что во время зимовки Александра в Бактрах в 329 и 328 года до нашей эры его посетил хорезмейский царь Фарасман с 1500 всадниками, предлагая союз против колхов и амазонок. Предки таджикского народа в течение 3 лет защищали независимость родной земли и боролись с завоевателями, создавшими огромную империю. И хотя они были побеждены, тем не менее героическим сопротивлением они нанесли Александру такой тяжелый удар, что военная мощь его войска была сильно ослаблена.